94 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в республике. Информация и об эпидобстановке в Якутии. Якутяне, как и сотни россиян, стали заложниками авиакомпаний. Есть ли шанс у населения вернуть свои кровно заработанные? Стажировка в международной школе Казани. Учебный год для якутянина Данила Боярского выдался насыщенным. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксирован один летальный исход. В Якутске скончалась женщина 89 лет. У пациентки был ряд сопутствующих хронических заболеваний. 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 474 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. На контроле остаются 1959 контактных, из них 221 в обсерваторах и 1735 человек в самоизоляции дома. Еще 507 человек находятся в обсерваторах, как прибывшие из других регионов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60. 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, 7 в Намском, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Мирницком районах и 2 случая в Алданском районе. По республике, если говорить, то за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев со 114 снизилось до 94, то есть небольшое снижение на 17%. И в городе Якутске максимальное количество было на прошлой неделе 95, но на сегодняшний день мы говорим о 60 новых случаях. Коэффициент распространенности поэтому у нас по республике снизился с 1,2 до 0,9. Но для снижения и стабилизации ситуации нам необходимо как минимум еще неделю продержаться либо на этом уровне, еще лучше, если у нас пойдет постепенное снижение. 60 заболевших в Якутске, 19 в Ленском, 7 в Намском, по 3 в Мегино-Кангаласском и Мирнинском и 2 в Алданском районах. Сейчас у нас по Мирнинскому району все-таки вирус у нас ушел в том числе и на жителей самого города Мирного. И соответствующую работу, опять же, оперативный штаб, в том числе и с помощью, руководства компании «Алроса» в лице Алексея Прокопьевича Дичковского, достаточно четко организует на территории именно города Мирного. Нагрузку Мегино-Кангаласский улус на себя взял достаточно большую. У нас 2 выздоровели в Мегино-Кангаласском улусе, 1 переведен с амбулаторного лечения, один переведен с амбулаторного лечения на лечение стационарное. Сегодня наши, расширенные койки инфекционного стационара Мегино-Кангаласского улуса принимают 44 человека. Оперативный штаб Мегино-Кангаласского улуса на месте, он работает с дополнительной нагрузкой. Помимо локализации очагов и контроля за соблюдением режима полной самоизоляции, на Мегино-Кангаласский штаб ложится также оперативный штаб такая функция, как контроль за непосредственно паромной переправой. При этом, как вы знаете, что у нас ограничения по паромной переправе существуют, и, соответственно, существует и все правила, направленные на дезинфекцию, в том числе паромной переправы и транспорта на нем находящегося. Из пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы выписали выздоровевшую 89-летнюю пациентку. Сегодня в этом отделении находится 131 пациент, из них 23 человека в тяжелом состоянии, 5 на аппарате искусственной вентиляции легких. Выписавшаяся пациентка еще 2 недели будет находиться на самоизоляции в домашних условиях. Аппаратов, лекарств, медикаментов всего хватает. Персонал с пациентами с диагнозом ковид, коронавирусная инфекция, работает в средствах индивидуальной защиты по 16 часов ночные смены, 8 часов дневные смены с перерывами на обед. Между тем, в отделении реанимации клинической больницы находится 14 человек. В основном это пациенты пожилого и старческого возраста, состояние которых оценивается как тяжелое. По словам врачей, они делают все возможное, чтобы сохранить им жизни. Спасибо, наверное,
нашему руководству республики. Нам оперативно были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких, и даже при более массивном поступлении больных никто из них не окажется без современной медицинской высокотехнологичной помощи. Сегодня выписывается больная 89 лет, которая также длительное время находилась на лечении в нашей больнице, в том числе в отделении анестезиологии и реанимации на искусственной вентиляции легких. Нам очень радостно, что мы спасли этого уже немолодого человека, и хотим пожелать ей еще долгих, счастливых и активных лет жизни. По данным Минфина Якутии, на противодействие коронавирусной инфекции на начало июня направлено из федерального и регионального бюджетов свыше 2 миллиардов рублей, в том числе из республиканского 688 миллионов. Финансовые средства поступили на оснащение и переоснащение системы здравоохранения, перепрофилирование коечного фонда, медучреждений, стимулирующие выплаты медицинским работникам и персоналу социальных учреждений круглосуточного пребывания, оказание адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет. Якутяне, как и сотни россиян, стали заложниками авиакомпаний. Многие до сих пор не могут вернуть деньги за авиабилеты и турпутевки. Заявление на возврат денег многие написали еще в марте, но ВОЗ, как говорится, и ныне там. Что предлагают взамен сами авиакомпании и есть ли шанс у населения вернуть свои кровно заработанные, знает Ульяна Шагина. У жительницы поселка Батагай Верхоянского района Лены Неустроевой оказался веер билетов сразу двух авиакомпаний – федеральный S7 и региональный Якутия. Из-за пандемии поездку семья Неустроевых решила отменить. Заявления на возврат денег были написаны сразу, но проблему так и не удалось решить. Авиакомпания Якутия, вот номер 49 12 41, телефон не берут. Я даже могу сейчас тоже вот на громкую связь включить. 49 12 41. И не ответят. Из-за пандемии пассажиропоток как в региональных, так и федеральных авиакомпаниях заметно сократился. Чтобы не выводить средства из собственного оборота, авиаперевозчики нашли мгновенный выход. Многие просто перестали возвращать клиентам живые деньги, но вместо них одаривать ваучерами в счет будущих перелетов. Вот как эту ситуацию прокомментировали нашим федеральным коллегам представители Аэрофлота. Постоянные траты никуда не уходят. Это и поддержание парка, и лизинговые обязательства, и техническое обслуживание. В связи с этим мы предложили пассажирам возможность сохранить свои деньги за перевозку и переоформить билет бесплатно на любую дату до конца года. Ну а сейчас в условиях высокой загрузки контакт-центра мы пришли к выводу, что необходимо создать простой и удобный инструмент переоформления билетов. Ваучеры или сертификаты – это электронный документ, в котором хранится возвратная сумма авиабилета. Авиакомпания зачисляет деньги на ваучер пассажира, который он может использовать на будущие полеты. Обналичить или каким-то образом получить эти деньги на руки нельзя. Новая мера получила массу отрицательных отзывов среди клиентов. Эксперты же советуют сделать акцент на изучении всех предлагаемых авиаперевозчиками документов, тем более если речь идет не об основных авиакомпаниях, а коммерческих, или же поездка является зарубежной, так как здесь в разы возрастает риск остаться ни с чем. То есть нужно четко понимать, на что у вас ваучер. Ваучер у вас на сумму, на маршрут, на определенное направление. То есть можете ли вы по этому ваучеру купить билет в другое место, да, то есть не факт, что вы через полгода захотите лететь там в Санкт-Петербург, а не в Новосибирск. Это все нужно изучить и посмотреть для себя. То есть если вам сейчас все-таки вы понимаете, что стоимость билетов возрастет и вам нужнее вернуть деньги, то не нужно вести переговоры с авиакомпанией, четко нужно оставить, что есть форс-мажорные обстоятельства, то есть вы попали именно в карантин, в связи с этим не могли выехать, вы просите вернуть именно деньги. В авиакомпании «Якутия» вернуть полную стоимость билета можно только в том случае, если вылет и прилет относятся к периоду с 18 марта по 30 апреля, вне зависимости от даты приобретения. Что касается остальных авиапокупок, можно опять же получить ваучер к возвратному билету на всю сумму или же с удержанием на невозвратные билеты в зависимости от суммы билета.
Предлагают авиаперевозчики и другие варианты. У кого-то это бонус в процентах, если пассажир соглашается на возврат денег в личный кабинет. Как вариант, однократное изменение даты вылета или маршрута с доплатой разницы перевозки. Озлобленные клиенты даже начали массово обращаться в банки за процедурой чарджбэк. Это списание денег со счетов поставщиков услуг принудительно. По мнению экспертов, и здесь есть довольно большой риск, что операция затянется на долгие месяцы. Получается, что банк остался последней инстанцией, которая может вернуть деньги, потому что сумма большая, 3 авиакомпании больше 100 тысяч рублей. В ином случае придется уже обращаться напрямую в суд. Между тем, в сети появляются сообщения от федеральных банков о мошеннических действиях, связанных с ваучерами на авиабилеты. Операция связана не на обналичивание ваучеров, а на то, чтобы вытащить из человека данные его банковской карты. В любом случае нужно вести диалог только с официальными структурами и фиксировать каждую переписку, советуют юристы. Чтобы минимизировать собственные риски, а в случае обращения в суд у вас на руках будут хоть какие-либо доказательства на бумажном носителе. Ульяна Шагина, Владимир Борисов, Якутск. В Якутию приедут федеральные специалисты для борьбы с шелкопрядом. Федеральным штабом рекомендовано Минэкологии Якутии закончить обследование территории возникновения вредителя леса, подготовить отчеты и направить в оперштаб для принятия решений. На данном этапе предварительно решено направить в республику специальную группу в составе специалистов Рослесхоза и Рослесзащиты для определения объемов работ по защите леса и способов борьбы с вредителем. Письмо не отправить, посылку не получить. Жители микрорайона Разведчик в Ленске остаются без почтового отделения, единственного в районе. Узнали местные об этом меньше месяца назад и начали собирать подписи, чтобы службу сохранить. Подробности далее. Алевтина Павловна получала здесь посылки и даже продукты покупала. Теперь переживает, как с ее здоровьем до города добираться. Это 6-7 километров пути. Ничего нет. И последнюю почту решили у нас забрать. А мы пенсионеры, вот ходим. Но у меня муж вообще вот еле сюда дошел. Единственное почтовое отделение в микрорайоне работает с 1979 года. В конце 90-х здание дважды топило. Для многих жителей это очень важный объект. По старинке люди оплачивают здесь коммунальные платежи, оформляют подписки на газеты и получают пенсии. В микрорайоне проживает 1460 человек, из них около 300 пенсионеров. О том, что почту закрывают, сообщили в середине мая. У нас уже однажды хотели закрывать отделение. Я лично сама писала заметку в Ленский вестник, но тогда как-то не очень так тревожно было, и ее оставили. Но почему, вот хочется спросить, почему жители микрорайона, которые здесь прожили уже со дня основания этого поселка, должны испытывать неудобства? Жители попросили помощи у городских властей, написали письма, приходили на встречи. Решение закрыть почту осталось. 1 июня служба прекратит работать. Впрочем, администрация пошла навстречу. Планируется, что получать услуги почтовой связи получится на дому. Почтальоны доставляют пенсии, социальные пособия, корреспонденцию и почтовые отправления. Принимают оплату коммунальных услуг с помощью мобильного почтово-кассового терминала и доставляют товары первой необходимости. Весь спектр почтовых услуг жители смогут получить в отделении Ленск-1 по улице Пролетарская, дом 15. По вопросам, связанным с обслуживанием, жители микрорайона могут обратиться в службу поддержки Почты России. В Мирнинском районе продолжается возведение моста через реку Малая Бутуобия. Техническая готовность нового мостового перехода составляет 70%. Подробности у Марферины Алексеевой. Переправа через реку Малая Бутуобия соединяет промышленные Мирнинский и Ленский районы с другой частью Якутии. Отсутствие круглогодичной переправы на протяжении многих лет ежегодно парализует движение. Строительство капитального моста наконец решит эту сезонную проблему, обеспечит круглогодичную транспортную доступность в отдаленные районы. На сегодняшний день монтаж металлоконструкций моста полностью завершен. Это порядка 1100 тонн, то есть смонтировали и методом надвижки поставили в проектное положение на опоры. Значит, оставшиеся работы — это покраска моста, монтаж водоотводных сооружений, это лотки, колодцы, там целый комплекс работ. И окончательный этап — это монтаж барьерного ограждения и дорожной одежды
асфальтовой. Уже окрашен первый пролет моста. Ведется монтаж переходных плит на выездах мостового перехода, после чего работники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия. Протяженность асфальтированной подъездной дороги составит почти 3 километра. Длина двухполосного моста около 200 метров. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, работа здесь ведется в обыденном, круглосуточном режиме. Все благодаря своевременно предпринятым мерам безопасности. Пришлось внести корректировки в плане перевахтовок людей. То есть дополнительно завезли вагончики для устройства обсерваторов. Сейчас люди у нас как бы вторую вахту безвыездно работают, чтобы не терять темпов строительства. Сдача моста в эксплуатацию запланирована на 31 октября этого года. Стоимость проекта составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Финансируется из средств федерального бюджета. Заказчик Управдор Вилюй. А возведением занялось общество РНГ силами подрядной организации «Восток Сибспецмонтаж». Уже в этом паводковом сезоне жители пешим ходом переходили по новому мосту. Население радуется, ведь в этом году установка понтонной переправы последняя. Паводковый сезон прошел успешно. На данный момент ширина зеркала воды составляет 80 метров. Ежедневно уровень воды спадает примерно на 10-15 сантиметров. Сегодня приступили к монтажу наплывных мостов. И уже 5 июня мост будет введен в эксплуатацию. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Центр избирком начал прием предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Отмечается, что прием документов от кандидатов будет проходить с 3 по 9 июня по адресу главного здания ЦИК, а также посредством электронной формы обращения, размещенной на сайте комиссии. 30 тысяч детей в Якутии занимаются в летних кружках. В республике действуют 3 вида образовательных программ – федеральные, региональные и муниципальные. Так, федеральными программами охвачены 16 тысяч детей. Здесь учитываются учащиеся, которые занимаются на всероссийских открытых уроках и в программах российского движения школьников. В рамках региональных программ проходит обучение 1268 учащихся. Здесь дети учатся на базе 3 учреждений – Республиканского центра «Юные якутяне», Малой академии наук и Соснового Бора. Также 13 тысяч с половиной обучающихся проходят образовательные программы в районах республики. Школьники сдали учебники, отправились на долгожданные каникулы, а также подвели итоги этого учебного года. Для якутянина Данила Боярского он выдался насыщенным. 8-классник успел пройти стажировку в Международной школе Казани. Следующий сюжет об учебе в уникальном образовательном учреждении. Дети общаются с носителями языка. Это дает им большой скачок в разговорном английском. Международная школа Казани распахнула свои двери для школьника из Якутии в январе этого года. Данил успешно прошел собеседование и тестирование по английскому языку, математике и русскому. Бесплатная стажировка в частной школе длилась 2,5 месяца. 3-ю четверть мальчик учился здесь. Весь образовательный процесс проходил на английском языке. 5 дней в неделю, 8 уроков в день, плюс дополнительные занятия. Максимальная оценка – это 8. У меня были там 6, 7 у некоторых предметов. И, честно говоря, иногда даже скатывался до 4, 5. Оценки, конечно, не главное. В приоритете полученные знания. Кстати, уроки здесь взаимосвязаны между собой и объединены общим смыслом. Школа работает по международным стандартам, системе бакалавриата. Не что учить, а как. Образование выстроено на основе исследования, деятельности и анализа. Программа начального общеобразования PYP, да, у нас Primary Years Program, она обязательно заканчивается представлением, презентацией какого-то проекта. И этот же проект получает развитие в своей программе MYP, то есть для основной школы. И уже 10-11 класс – это уже полноценный такой хороший такой проект, да, научный, который имеет такое серьезное философское обоснование. Евгений Федоров родился в Якутии, долгое время работал в сфере образования республики. Он отмечает, якутяне могут поступить в эту школу с помощью гранта. Конкурс проводится в феврале каждого года. Также есть второй вариант – возможность стажировки в школе. Система образования в Якутии, она вообще классная. Мы запустили очень интересное сотрудничество с Якутской городской национальной гимназией. У нас проходил стажировку ученик 8 класса, Боярский Даниил. Мы получили очень такой позитивный опыт от этого
от этого проекта. То есть таким вот образом мы, в принципе, готовы сотрудничать и принимать детей. Средняя стоимость обучения за 3-4 года с человека составит от 700 до 800 тысяч рублей. Поэтому грант на бесплатное образование или оплачиваемая стажировка могут стать отличным подспорьем для будущих достижений школьника. Очень бы хотелось стать инженером-программистом. Мечтаю поучиться в MIT. То есть опыт обучения в таких международных школах мне, несомненно, поможет. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Якутск, Казань. В социальных сетях распространяется информация о том, что в связи с пандемией зоопарк Арту-Дайду терпит финансовое бедствие. Однако, как отмечает пресс-служба Минэкологии, на сайте всего лишь открыли вкладку «Оказать помощь». Зоопарк живет и работает по заранее намеченному плану. Он является бюджетным учреждением, а значит, финансирование поступает на заработную плату сотрудникам, основные виды кормов и другие важные статьи расходов. Помимо этого, на содержание зоопарка идут и средства, поступающие от продажи входных билетов. В Минэкологии отметили, что самочувствие животных отличное, а также, что зоопарки всего мира всегда принимали пожертвования как социально направленные учреждения. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.